В России продолжается народное голосование по программе формирования комфортной городской среды. Она дает возможность жителям населенных пунктов самостоятельно выбрать территорию для благоустройства. Сосногорцы смогут проголосовать за один из 6 объектов. Рейтинговое онлайн-голосование дает возможность честно и открыто выбрать те пространства городские, которые необходимо обустроить. В этом году на голосование представлено 6 общественных территорий, и, безусловно, каждая из них заслуживает вашего внимания. Никто, кроме нас, лучше не знает наш город. Поэтому давайте вместе выберем те общественные пространства, которые необходимо благоустроить. Голосование проходит на единой федеральной платформе 11.городсреда.ру. Войдя на сайт, необходимо пройти авторизацию через личный кабинет на госуслугах. Проголосовать помогут и волонтеры. Их можно будет встретить в каждой части города. Волонтеры в первую очередь раздают, конечно же, местному населению памятки, на которых в первую очередь указано, какие объекты у нас участвуют в голосовании, сайт, на котором можно проголосовать и как это сделать. То есть в параллель памятки ребята рассказывают, что можно зайти на портал 11.госсреда.ру, выбрать наш муниципальный район, выбрать объект, за который они хотят проголосовать, непосредственно отдать свой голос, после чего жителю поступает звонок на его номер телефона, и он вводит последние 4 цифры для подтверждения своего голоса. Напомним, сосногорцам предстоит выбрать 2 объекта, которые будут благоустроены в следующем году. Всероссийское голосование будет проходить до 30 мая. Принять в нем участие могут все желающие, начиная с 14 лет. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Центральной библиотеке имени Якова Рочева прошло мероприятие под названием «Стихом и песней прославляем Коми-край», посвященное юбилею республики. В августе регион отметит 100 лет. Все библиотеки нашей библиотечной системы, как в городе, так и в поселках, проводят различные тематические мероприятия. И сегодня в Центральной библиотеке собрались люди, наши читатели, сосногорцы, кому интересна коми-литература, коми-поэзия, коми-песни и, конечно же, коми-язык. На мероприятии выступили ученики 3-й школы, юные представители Центра коми и национальных культур, артисты сосногорских вокальных коллективов, участники библиотечных клубов и просто читатели. Они рассказывали стихи, отрывки из произведений коми-писателей, показывали сценки, исполняли национальные песни. Коми-песни люблю, они мне очень нравятся. Я сама вообще-то коми по национальности, наполовину. Но поскольку у нас папа русский, и у нас на коми речь был запрет дома. У нас никто не говорил по коми. У меня есть такая, конечно, мечта. Сейчас надо чем-то заниматься, выучить коми-язык. Место проведения как нельзя лучше подходит для такого события, ведь Яков Рочев – известный коми-писатель, уроженец села Усть-Ухта Сосногорского района. Сейчас библиотека готовит серию мероприятий, также посвященных юбилею Коми-края, для детских оздоровительных площадок. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В городском историко-краеведческом музее продолжает работу выставка, посвященная бывшему главе Сосногорского района Валентину Стромцову. Он занимал эту должность 16 лет. В апреле Валентину Андреевичу исполнилось бы 73. Но, к сожалению, в декабре прошлого года его не стало. Я даже не задумываясь поддержал идею организации вот такой вот замечательной экспозиции, потому что считаю, что, как уже было отмечено, правопреемственность поколений – это очень важно в плане дальнейшего развития, дальнейшего продвижения вперед. Посетителям выставки предоставлена уникальная возможность узнать не только о трудовой биографии Валентина Стромцова, но и о том, какой личностью он был. Чем запомнился не только коллегам, но и близким людям. Если честно, я его, наверное, дома практически не видел, потому что он, наверное, большую свою часть жизни отдал работе, потому что я приходил со школы, его не было, да, там... Уходил в школу, тоже его не видел. Какие-то командировки, разъезды, семинары, там, да, сходы, вот казачьи слеты. Да. Очень много было мероприятий, которые я не понимал, как он мог это все компоновать. Да. И единственное, вот хотел что в жизни сказать. Когда-то я у отца попросил автомобиль, я говорю: пап, ну купи, говорю, автомобиль. Уже был первый курс университета, он говорит: Саш, ну ты же, говорит, пацан. Я говорю: ну да, ну и живи по-пацански. Я ездил на автобусе, как все студенты в первом курсе. Но потом, конечно, все немножко подизменилось, все стало свое русло.
Все было отлично. Многие экспонаты выставки предоставил сын Валентина Страмцова Александр. У каждой вещи своя история. Эту каску будущий мэр носил, работая начальником строительно-монтажного управления. В этой черкеске в звании атамана Валентин Страмцов появлялся на казачьих мероприятиях. А эту шашку с надписью «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай» в начале 2000-х Валентину Страмцову подарил московский атаман. Почему это так написано? Потому что шашка – это оружие, да, грубо говоря. И, как сказать, это оружие создано не для того, чтобы наносить какие-то ущербы, да, то есть, или негативные последствия. Это самооборона, защита. То есть отец как продвигал казачество, да, в Сосногорском районе, и он доказывал то, что оружием не все можно решить. Александр Страмцов поблагодарил музейных работников за проявленное внимание к личности Валентина Андреевича, а также его вкладу в развитие Сосногорска. Ведь это наша общая история, отмечает Александр. Я считаю, что вспоминать нужно, потому что человек отдал многие годы своей жизни и Сосногорскому району, и городу, то есть многим помог. Выставка, посвященная Валентину Страмцову, будет работать в течение всего мая. Как отмечают сотрудники музея, для горожан это не только возможность больше узнать об истории Сосногорска, но и отличный способ почтить память Валентина Андреевича. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Коллектив «Зель-Зёль» выступил в Санкт-Петербурге по приглашению представительства Республики Коми. Его сотрудники заметили ансамбль в Сыктывкаре во время Дней культуры Сосногорского района. Серия мероприятий была посвящена грядущему юбилею региона. Артистов попросили выступить и в городе на Неве. Встретили нас очень хорошо, душевно. Встреча была просто замечательная. Мы дали 2 концерта. Концерт в Центре национальностей и концерт в Доме дружбы народа в Ленинградской области. Концерты в культурной столице были также приурочены к наступающему столетию нашей республики. Сосногорский коллектив выступил вместе с другими исполнителями коми национальных песен, представителями Петербурга. Программу из 20 песен, ту же, что была и в Сыктывкаре, пришлось немного сократить. Программу, конечно, составлять всегда очень трудно. Надо, чтобы и подходила по смыслу. Вот. У нас очень много песен на родине, о нашей коми-земле, поэтому мы эти песни брали. Это выступление для хора «Зель-Зёль» стало первым за пределами Коми. Артистам очень понравились мини-гастроли. У меня вообще впервые поездка такая в Санкт-Петербург, большой город, поэтому, да, вот как уже сказали, принимали радушно везде, очень воспринимали хорошо, вот, как-то аплодировали нам, душевное тепло было. В поездке коллектив принял участие в коми-челлендже. Условием было исполнить национальную песню «Мария Моль» в разных общественных местах и выложить видео в соцсети. Мы пели в Ухтинском аэропорту, даже на БИС по 3-4 раза мы пели эту песню, на страничке ВКонтакте у нас есть. Мы пели в самолете «Мария Моль», мы пели на Дворцовой площади «Мария Моль», то есть везде, где нам хотелось, где наша душа хотела, мы там пели эти песни. Сотрудники представительства Коми в Ленинградской области высоко оценили талант сосногорских вокалистов и собираются пригласить их еще не раз, в том числе на выступления за границей. Возможно, поездка в Петербург стала первым шагом ансамбля «Зель-Зёль» к большому гастрольному туру. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.